Специальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Вчера, 9 января, кадровым решением глава республики назначил министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха-Якутия. Им стал Антон Александрович Сафронов, и сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Антон Александрович. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю вас с назначением министром инвестиционного развития и предпринимательства Республики. Спасибо большое. Я бы хотела, всегда очень интересно знакомиться с новыми людьми. Давайте наше интервью сегодня будет такой ознакомительный характер носить. Расскажите, пожалуйста, о себе, в какой семье вы воспитывались? Я родился в 1982 году в Амге. У меня отец тренер вольной борьбы, а мама у меня в основном бухгалтер. И учился я в средней школе номер 1 в Амге. И после этого еще учился в Чурапчинской школе-интернат, занимался вольной борьбой. И учился в училище Олимпийского резерва здесь, в Якутске тоже. И сейчас вы тоже борьбой продолжаете заниматься? Ну, я интересуюсь борьбой. Борьба – это мой спорт. Это как бы то, что мне изначально толчок в жизни. И борьба для меня – это очень важный спорт. Да. Антон Александрович, скажите, пожалуйста, а дальше как складывалась ваша судьба после окончания школы? В какой вуз вы поступили и что было дальше? Ну, хочу начать с того, что я в 10 классе была обменная программа по вольной борьбе в Америке. Я учился в школе в Америке 10-11 классы, и потом я приехал обратно в МГУ, и там я преподавал английский язык в МГ. Я преподавал английский язык в МГ, потому что я должен был продолжить учебу в Америке, но мне не получилось туда уехать, потому что я визу не смог получить. Ну, сложности. Да, были сложности такие. А потом решил после одного года, я работал в МГ в школе, потом решил податься в университет и поступил в ЯГУ, в то время с ВФУ, сейчас в то время ЯГУ. И учился там 1 год. И после 1 года я перевелся в Московский государственный университет экономики, информатики и статистики МСИ. И учился там до 2005 года. И дальше? И после этого я начал искать работу и нашел работу в нефтевой индустрии, компания Halliburton. И начал работать там. Скажите, пожалуйста, вот какие цели вы ставили себе в детстве? Ну, в детстве у меня цель была такая, что я борьбой занимался, отец у меня тренер. Из-за этого у меня цель была стать успешным борцом, чемпионом мира, может, или даже олимпийским чемпионом. Это всегда была для меня мотивация. Я пример себе ставил Романа Дмитриева, Павла Пенигина и всех наших, Александра Иванова, всех таких борцов, которые успешно участвовали в таких вот аренах. И я всегда видел себя таким же успешным спортсменом. Но когда я заболел и дальше не смог бороться, я начал уже фокусироваться на другие параметры жизни и начал уже задумываться о своем профессиональной жизни. Скажите, пожалуйста, а вы работали в очень крупной нефтегазовой компании, всемирно известной французской компании Total и в Папуа-Новой Гвинее. Скажите, пожалуйста, трудно ли было устроиться на работу вот туда? Ну, там всегда очень большой конкурс у них, не только в Тотале, но в больших компаниях, даже наших, как Газпром. Там очень такие тщательно проверяют кандидатов, и конкурс всегда бывает такой очень трудный для всех кандидатов. Но мне повезло, опять же, тем, что я встретил одного человека, тоже вот очень случайно, и он помог мне взять работу в Халибертоне. И когда я зашел уже в нефтегазовый сектор, мне было легче получить работу, уже перевестись от Халибертона в Shell, и после Shell уже в Total. Но в Total я перешел после окончания своей учебы в Америке. Я учился в Бостоне и закончил там учебу, и после этого я уже перевелся в Total. А после такой учебы, как, например, Гарвардский университет или MIT, уже как бы легче получать работу. Уже такого вот насыщенного конкурса, как простому, например, студенту или человеку, уже не бывает. Бывает такое, что сами вот работодатели приходят в кампус, и они уже предлагают различные опции работы. А Гарвардские и Массачусетские учебные заведения, они были уже после Московского университета, да? Да, после Московского университета мне надо было работать, потому что у меня после этого был бакалавр. После бакалавра я работал 3 года, с 2005 до 2008 года. И в 2008 году
я в 2007 даже я уже почувствовал, что есть немножко барьер насчет образования, когда я уже работал на мировом уровне. И я решил по совету своего начальника уже начать искать возможности обучения на магистр. И тем образом я уже начал смотреть на различные программы, включая в университетах Азии, в Америке и в Англии. И подался на 5 учреждений, университетов. К сожалению, все отказали, кроме Гарварда. Всех интересует еще такой вопрос, что все-таки обучение в этих университетах, оно очень дорогостоящее. Кто вам на тот момент помог? Ну, я когда я уже в 2008 году, когда начал учиться, я работал в Shell, и Shell, они мне поставили вот такое вот условие и сказали, что, ну, иди, Антон, поучись, мы тебе немножко поможем с учебой, с условием того, что ты вернешься. И так получилось, что я учился в итоге 6 семестров, потому что у меня был двойной степени магистра в Гарварде и в MIT, это получается чуть больше 3 лет я там учился. И в последнем, в третьем году, уже, в предпоследнем семестре я понял, что я уже не буду идти обратно в Shell. Я их уже уведомил и должен был, они мне пригрозили то, что мне надо будет все это возместить. Но опять же, с разговором с начальством я убедил их, чтобы они деньги обратно не взяли. И мне надо было уже платить за последний семестр, и мне помогли Республика, Егор Афанасьевич и его команда, компания, инвестиционная компания мне очень помогли. И после окончания учебы я хотел вернуться обратно сюда. Моя была мотивация вернуться в республику, в то время не получилось. Но я с тех пор каждый год уже стучусь на дверь, и вот наконец получилось. Ну вот на эту должность было 31 претендент, и к собеседованию прошли только 6 человек, вы в том числе. Скажите, как вы узнали вообще об этом конкурсе, как вы вообще проходили эти этапы? С 2011 года я постоянно слежу за различным развитием в Якутии, и я смотрю, какие могут быть потенциальные вакансии и роли в республике для меня. И когда объявили этот конкурс, я уже знал, что что-то это почти что для меня. Потому что я посмотрел на критерии, конечно, у меня госслужбы не было, но посмотрел на критерии, я понял, что у меня есть опыт международный. И то, что я проходил практику в Всемирном банке, и работал в таких компаниях, как Shell, Halliburton, Total, это мне даст возможность, чтобы комиссия на меня посмотрела. Да, серьезно. Скажите, пожалуйста, действительно у вас очень большой международный опыт работы, хорошие знания. Что бы вы могли применить в республике, как вы думаете? Какие мировые практики? Сейчас... В сфере предпринимательства я имею в виду, да, и инвестиционного развития. Да, но в сфере предпринимательства я пытался один бизнес сам сделать, да, на Западе, но у меня не получилось. Почему? Не получилось, потому что, во-первых, я написал эссе на грант, и я получил грант, чтобы начать свой бизнес. Я получил $300 000, чтобы начать бизнес, я написал этот грант. Но когда в практике мне было уже начинать и оперировать этот бизнес, а у меня такого сильного навыка не было. На спортивные товары, спортивное питание. И я год продержался, нормально пошел бизнес год, но уже началось чувствовать нерентабельность бизнеса. И то есть у меня есть такой опыт, что я свой магазин открывал и оперировал. Он был неуспешным, но тем не менее у меня есть опыт. Да. Опыт есть предпринимательства, так что я свой опыт предпринимательства тоже привожу сюда. И несомненно свой опыт глобальный, где я работал на Всемирном банке и на нефтяных компаниях. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, ваша карьера – это по большей части удача, это трудолюбие, это способности, это что? Это, я думаю, это мотивация и спортивный борцовский менталитет и вообще духовный характер, думаю. И постоянно надо просыпаться каждый день и не забывать, о чем ты думал вчера. Такая мотивация. И отец мне это дал, и я до сих пор этим следую.
вот такие вот качества, не интеллектуальные качества, не опыт, а вот именно вот эти драйверы, которые вот идут из мотивации, из вдохновения, из духа. Скажите, а какая историческая личность вам симпатична? Мы не говорим, ну, я не знаю, кумир, не кумир. Ну вот на кого бы вы хотели быть похожим в своей карьере? Очень много есть знаменитых людей, очень много людей, которые сделали вклад в развитие республики. У меня есть много кумиров, но мне не кумиры нравятся, а вот именно их качество и что им дало быть успешным в жизни. И, например, Аюнский свой вклад сделал, Дмитрий Петрович Коркин по борьбе большой вклад сделал, Михаил Ефимович Николаев на образование очень большой вклад сделал. Именно не только в республике, но на уровне Российской Федерации. И опять же то, что нынешний глава республики поддержал студента, как меня, в Гарварде, в МИТ, это тоже говорит о большом. То, что такие лидеры, как они, дают возможность простым людям, как я, чтобы я смог поехать и вернуться обратно домой. Скажите, какие чувства вы пережили вчера, вот когда узнали, что вы назначены министром? То есть чувство у меня было, ну как бы наконец-то, да, то есть с 2011 года я стучусь на двери, и наконец это получилось, но это как бы, я был на связи с людьми постоянно, я постоянно повторял свой интерес, свои амбиции вернуться обратно на родину, так что для них это не было шоком, а для меня я очень был рад, то, что доверили мне такую возможность поработать, министерство, создать новое министерство, и я надеюсь, что я их не подведу, и свой опыт, свои знания во благо республики я всем покажу. Скажите, с каких слов, у вас уже еще, наверное, не было встречи с коллективом министерства, с каких слов вы начнете свое знакомство с коллективом? Ну, то, что это будет новая инициатива, новая программа, новое начинание, и мы все как команда, к ней будем подходить как единомышленники, надеюсь. Мы будем проводить отборы, будем проводить конкурс на назначение в различные позиции, которые будут в деятельности нашей организации. Спасибо. Я желаю вам удачи, всего самого хорошего. Еще раз напомню, Спасибо. что гостем студии был министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха-Якутия Антон Александрович Сафронов.